И снова здравствуйте! В комментариях к последнему посту читала возмущение по поводу моего декольте. И решила разобраться, почему демонстрация некоторых фрагментов тела порицается и с чем это может быть связано в нашем обществе. Шорты, короткие платья, декольте, но почему нет? И каков допустимый предел этих табу? Итак, в странах, где господствует общество потребления, в последние десятилетия нормой стала одежда, подчеркивающая и оголяющая женские прелести. Строго говоря, мужчинам достается от блюстителей морали не меньше, чем слабому полу. Шорты, обнаженный мужской торс вызывают не меньше негодования, нежели глубокое декольте или стройные ножки в мини. Лицезреть женские пупки лично я тоже не люблю, но терпимо отношусь к выбору некоторых девушек. К женской наготе по-разному относились не только разные народы, но и различные эпохи. Всем известно, что представители многих племен Африки, Южной Америки и Океании до сих пор предпочитают ходить голыми. Для них в женском теле нет ничего неприличного или возбуждающего, так как отсутствует главное – тайна. Однако на Кавказе женское тело достаточно табуировано, и демонстрация его осуждалась издревле. В сознании астинского народа, например, женщина соизмерима, разве что с божеством. Это храм новой жизни, храм целомудрия, чистоты. Вот что писал об обнажении тела среди осетин мой любимый Всеволод Федорович Миллер. Сыновнее уважение требует, чтобы сын с той поры, когда перестал ходить нагишом, всячески избегал встретить мать не вполне одетым. И вот поутру, находясь в некотором дизобилье, он тщательно высматривает, не находится ли мать поблизости. Показаться ей в таком виде было бы грубым оскорблением чувства скромности. Целым рядом таких требований этикета обусловлена домашняя жизнь осетина. В этих первобытных звероподобных логовищах соблюдается этикет строже, чем в европейских раззолоченных палаццо. Обнажение тела женщины даже не рассматривалось. Единственное, что не всякая женщина могла себе позволить роскошные платья, что не мешало ей выглядеть как царица. Кох в XIX веке писал: «Мы встретили по дороге 16-летнюю девушку, которая гнала перед собой быков, одетую в лохмотья. И, несмотря на это, я был восхищен ее осанкой, походкой и всеми ее движениями больше, чем ее ослепительной красотой. С радостью смотрел я на красивые высокие фигуры молодых женщин, одетых в несравненные синие платья и занятых приготовлением хлеба. Женщины ходили с достоинством, и все их движения были красивы. Мне было бесконечно жаль, что они удалились после того, как хлеб выпекся». Скажу честно, я не могла не прихвастнуть остинками. Однако описанное выше отношение к наготе было и есть повсеместно по всему Кавказу. Что же творится за пределами страны гор? В наготе славяне видели сакральные связи с природой, поэтому существовало немало эротических ритуалов, причем в различных сферах жизни и для разных целей. Увы, исторические сведения о дохристианской эпохе Руси скудны, но все же, несмотря на давление церкви, информация и некоторые традиции языческих ритуалов с эротическим подтекстом сохранились. Например, бытовало поверье, что в ночь на Ивана Купалу можно увидеть цветущий папоротник. Но такое таинство природы открывалось только перед полностью обнаженным человеком. Если над языческим селением нависала опасность эпидемии, то женщины обнаженными обходили деревню, читая заговоры и тем самым оберегая ее от болезней. Не думаю, что от коронавируса это бы помогло. Бытовал ритуал защиты от нечистой силы, для исполнения которого женщине необходимо было рассыпать зерно вокруг дома. И это тоже исполнялось в обнаженном виде. В посевную страду девушки ночью обходили нагишом поля, чтобы поделиться силой деторождения с матушкой землей, чтобы она принесла хороший урожай.
Часто даже мужчины засевали поля обнаженными. Считалось, что хлеб должен сеять голодный, а лен голый, чтобы вызвать сострадание у матушки земли, чтобы она захотела своих детей одеть и накормить. Но, как ни странно, у языческих славян было табу на сон в обнаженном виде. Дело было в том, что они считали, будто во время сна человек беззащитен перед злыми духами, и если он будет спать нагим, то нечистая сила может проникнуть в него через незащищенные врата. Уж догадаетесь сами, о чем идет речь. И человек может заболеть или стать одержимым. Интересный факт. Запрет на сон в обнаженном виде присутствует вообще во многих древних верованиях. У спартанцев было все гораздо проще. Их жизнь была основана на суровом прагматизме. В Спарте мальчики и девочки ходили голыми, так как было проще заниматься гимнастическими упражнениями. В средние века отношение к обнаженному телу формировалось под действием религии. Христианство внушало, что плоть греховна и временна, поэтому лишь отдаляет человека от Бога. Тем не менее, были времена, когда сексуальность в жизни людей Средневековья просто била ключом. Это касается в большей степени раннего и позднего периода. В Европе с приходом Ренессанса прекратились гонения на обнаженное тело, а художники и скульпторы начали создавать свои эротичные шедевры. В викторианской Англии все диаметрально изменилось. Женщины начали прятать от посторонних глаз не только грудь, но и руки. При дворе целомудрие доходило до идиотизма. Все фигурные ножки мебели были закрыты кружевными чехлами, дабы не смущать королеву-пуританку и ее приближенных. Рубеж 19-20 столетия стали эпохой настоящей сексуальной революции. Первое шоу со стриптизом состоялось 9 февраля 1893 года в Мулен-Руж в Париже. Человек стыдится наготы тогда, когда она оказывается несоответствием визуальным идеалам данной культуры. Значит, стыдится он того образа себя, который получается в результате, смыслов, к которым эта неправильная нагота отсылает. А вообще нет смысла оправдывать или осуждать чье-то поведение или внешний вид. Но кто мы такие, чтобы этим заниматься? Мы со своей-то жизнью справиться не можем. Не то, что кого-то исправлять, ломать, под свои стандарты подводить. Лучше попытаться понять и принять другого человека. Глядишь, и сам лучше станешь. Мира вам и любви.